45 минут на 30 вопросов. Накануне Дня чувашского языка в столичном центре одаренных детей и молодежи «Эдкер» прошел диктант о выдающихся земляках Чувашии. Правда, формат был необычным. Жители республики писали тест. На какие вопросы отвечали участники акции, расскажет Екатерина Данилова. Некоторые вопросы и впрямь ставили в тупик, особенно на тему чувашской драматургии, говорит старший преподаватель кафедры русского языка и литературы ЧГУ Андрей Обжогин. Ответить односложно «да» или «нет» нельзя. Вопросы закрытого типа, и без глубоких знаний точно не обойтись. Например, 11-й посвящен кораблестроителю Алексею Крылову, а вот 21-й – Нине Яковлевой. Очень важно знать выдающихся людей, которые живут в твоем регионе, в твоей республике. Я для себя не скажу, что открыл много нового, но был рад принять участие в этом мероприятии. У меня большой опыт диктантов, и этот диктант был очень хороший. Несмотря на непростые вопросы, участники справились с ними за 20 минут. Кстати, в этот день диктант о выдающихся земляках Чувашии писали не только учителя, школьники и студенты, но и профильный министр. Наши школьники на протяжении всего учебного года изучали специальный материал. Это и в библиотеках. Кроме того, проходили уроки, викторины, мероприятия, связанные с тем, чтобы познавательный интерес к истории чувашского народа он развивался. Кроме того, сегодня мы разрабатываем стенды для каждого муниципалитета, чтобы на этих стендах отразить, во-первых, выдающихся деятелей Чувашской республики, а во-вторых, на втором стенде показать земляков, так скажем, малой родины. Итоги диктанта подведут уже в ближайшее время. Но знатокам расслабляться не стоит. Это не последняя образовательная акция такого формата, обещают организаторы. Екатерина Данилова, Диана Иванова, Святослав Петров, Вести Чувашия.